Здравствуйте все! Добро пожаловать на канал Магия Песка. Мои дорогие зрители, с вами, как всегда, ваша Ольга. Всех вас сердечно благодарю за то, что вы со мной зашли на мой канал, смотрите это видео, за вашу невероятную теплую поддержку в комментариях, лайками, за вашу помощь, мои хорошие. Земной вам поклон. Сегодня у нас будет отсыпочка на такую тему. Молниеносная смена событий. Давайте посмотрим, что очень резко поменяется, произойдет, случится с вами в вашей жизни. Загадайте, пожалуйста, на себя и давайте узнаем. Я прошу высшие силы дать мне возможность ответить на все ваши вопросы и послать для вас только самую важную, нужную и полезную информацию. Так, мои хорошие, не забывайте, что цыпочка у нас общая. Чужого не берите, но и свое, пожалуйста, не пропускайте. Так, смотрите, здесь что-то решится. Решится, причем как будто бы даже у вас за спиной. Вы смотрите вправо, а само событие происходит с левой стороны. Ой, как вы обрадуетесь, ой, как вам приятно и легко будет на душе. Возможно, это какая-то проблема. Возможно, вы сейчас об этом думаете и думаете: о Боже, что мне делать, как поступить, как подойти к этой проблеме. Либо: о, меня ждут неприятности, там, мне придется напрягаться. А вы знаете, не придется. Не придется. Что вас ждет? Ну, это какое-то скорое разрешение этой ситуации, причем без всякого вашего действия, участия. Вот как само собой происходит. И вы уже узнаете по факту, что ситуация разрешилась, да, либо что-то произошло, либо что вам больше ничего делать не надо. Да? Одной проблемой меньше и легче становится вам. Слушайте, как обрадуетесь. Прям обрадуетесь, будете кому-то об этом говорить, и говорить: ой, мне так повезло, так чудесно. Так, смотрите, что вас не поглазили. Так, троечка прямо перед вами. Вам придется с кем-то общаться и, скорее всего, кого-то обучать, о чем-то рассказывать, делиться своим опытом. Знаете, как выступить в роли наставника, учителя и проводника. Для кого-то из вас это прям совсем новая роль, но вы очень замечательно справитесь. Вам попадется очень благодарный ученик, который будет все схватывать просто вот с полуслова на лету. И вы еще какое-то прям удовольствие получите от этой преподавательской, наставнической деятельности. Ну прям да. И доброе дело сделаете, еще удовольствие от этого получите. За спиной у вас с левой стороны образ не очень приятного человека. Человека, который, давайте так, скорее всего, что-то против вас имеет, либо что-то против вас делает. Какое-то действие, поступок, слова. Смотрите, ангел летает. И то ли вас предупредят, то ли вы, ну вот случайно, как врасплох застанете этого человека, поймаете на горячем. Здесь как глаза вам откроют на этого человека, либо на эту преступную деятельность против вас направленную. Знаете, если честно, ужаснетесь, скажете: ну как люди до этого доходят, да? Либо зачем люди этим занимаются. Но с другой стороны, вижу, вы как вспугнете этого человека. Либо человек посчитает, что это вот какой-то знак, да, знак предупреждения, что не стоит вот именно против вас что-то делать. Ну, потому что вы узнаете, потому что вы поймали уже этого человека на горячем. Да, вот какой-то хороший результат произойдет, как отобьете желание и охоту что-то против вас говорить либо делать. С левой стороны очень ленивый человек. Человек, который ничего не делает и, знаете, как даже ничего не хочет. Человек, который вас раздражал таким своим отношением, поведением к жизни. А если еще кто-то из близких, либо, не дай бог, домашних, ну это же просто вот катастрофа. Катастрофа. Вы, скорее всего, очень напрягались и переживали по этому поводу.
буквально в течение, ну, я не знаю, там, пару суток, да, может быть и раньше, этот человек вдруг вскачет на ножки и чем-то начнет очень усиленно и активно заниматься. Вы глазам своим не поверите. Будет казаться, что человека подменили, да. Вы так подойдете и скажете: а вы кто? Извините, вы кто? Мой знакомый, либо мой близкий человек, он ведь обычно там на диване валялся, в диван пукал, а вы такой активный, вы такой деятельный. Да, сложно будет в это поверить, но так оно и будет. Возможно, на человека подействовали какие-то ваши слова, потому что у человека над головой знак вопроса и восклицательный знак. Да? Может быть, вы что-то такое сказали, либо как-то себя повели, что человек прям напрягся и сказал: ой, жареным пахнет, да, надо вставать и надо что-то делать. Ну, как-то вы на этого человека повлияли, либо какие-то ваши слова. Ну, поразит вас своей деятельностью, своей активностью, действительно какими-то новыми начинаниями. И, кстати, не думайте, что это будет временно, потому что вижу, что над человеком куриная лапка, и вижу, что человек как почувствует вкус, ну, не знаю, к успеху, что ли. Да, у человека действительно вот он за что-то возьмется, начнет получаться, скажет: о, классно, получается, значит, буду дальше продолжать. Да, человек вас раньше огорчал, теперь будет очень радовать. Ну и слава Богу. С правой стороны куда-то вам предстоит путь дорогу держать. Причем встречаться вам придется с не очень приятными людьми, но они такие, знаете, все хитро сделанные, и каждый себе на уме. И вам придется с ними то ли общаться, то ли договариваться. Такое тяжелое, знаете, мероприятие, трудно реализуемое, да, назовем это так. Но вижу, что вы с этим справитесь. Единственное, что все равно немножечко вас обманут. Но хоть чуть-чуть, но обманут. Ну, вы это поймете, скажете: а ладно, Бог с вами, да, пусть будет так. Главное, что вы основную вот свою идею, цель, да, вы ее осуществите. Вот это будет главным. Так, еще какой-то человек обидится на вас, ни с того ни с сего, просто возьмет и обидится. Либо сквозь зубы будет разговаривать, либо просто будет игнорировать. Да, если вы рядом, то будет отворачиваться и молчать, демонстративно поднимать голову вверх и уходить, да, спиной поворачиваться. Но если общаетесь в интернете, да, скорее всего, не будет отвечать на ваши сообщения, там, не писать, не звонить. Ну, в общем, вы поняли. Обиженный. Человек обиженный. Обида здесь какая-то глупая, я бы даже сказала, детская обида. Ну, вот такой человек. Да, что поделаешь. Вижу, что вам не до этого человека. Ну, либо как-то вы скажете: а ладно, потом разберусь. Да, и будете дальше заниматься своей деятельностью. Буква В большая. Буква В, человек на ней. Человек на букву В, мужчина либо женщина, и так может отыграться, с какими-то невероятными, важными вестями, новостями. Знаете, как вот мечом воздух рассекает. Новости, вести, важная информация. Такая, знаете, немножко потрясет. Либо ситуация этого грома среди ясного неба. Но ничего, с правой стороны все на благо, все в пользу. Человек на букву В будет тут шашкой махать. Но тем не менее, это важно, это полезно, и информация в руку просто идет. Да, она вам 100% пригодится. Закрытые пути. Две дороги, которые вам закрыты. То ли как-то будет переноситься что-то, корректироваться, переноситься. Ну, либо поймете, что вам туда не надо, либо вам сообщат, что вот к нам не надо, идите там в другое место. Опять же, вы все разные. У кого-то деловые визиты, встречи, у кого-то, может быть, личного характера. Может, для себя вы что-то хотели. Но вот две дорожки, они закрываются. Так, здесь я вижу, что вы что-то кому-то писали, либо, возможно, к кому-то обращались в письменной форме. И вам не отвечали. Просто вот блок, стена, тишина. Вы в один момент совершенно случайным образом узнаете, что у вас было как ошибочный контакт, либо не туда вы писали, неправильный адрес, неправильное имя, может быть, неправильный электронный адрес. Да, вот что-то было неправильное, вот поймете, как и смех, и грех.
С одной стороны, полегчает, что все-таки из-за ошибки вам не отвечали, а с другой стороны, все придется заново, да, повторять, уже по правильному адресу, либо в правильном направлении действовать. Черепаха ползет вправо. Что-то начнет двигаться. Но не обольщайтесь, по черепахе это все равно будет медленно. Я вижу вашу эмоцию радости от того, что движение начинается, но и вижу, что вы вот сразу, знаете, как и порадуетесь, и огорчиться успеете, потому что действительно очень медленно. Либо вам озвучат сроки. Ну, например, там время ожидания будет там 2 недели, либо 2 месяца. Либо будет готовность, например, заказа, тоже там, знаете, недельки 3 вам могут сказать. То есть и порадоваться успеть, и опечалиться. Но главное, что черепаха ползет. Ползет она к центру, значит, все-таки случится, и значит, все-таки пойдет во благо. Горы. Будете перешагивать горы. Столкнетесь вы с несколькими проблемами, но вы их перешагнете. Перешагнете, то есть как-то быстро решите, быстро удастся с этим справиться. Главное, ничего не бойтесь, и главное, действуйте. И еще какой-то человечек в вашем окружении начнет за вами просто вот по следам, по пятам ходить. Причем раньше этому человеку до вас не было никакого дела. Да, человек жил своей жизнью, вы жили своей жизнью, а теперь ходит просто за вами по пятам. Этот человек очень настойчивый, и ему либо ей что-то очень-очень срочно, важно, прямо сейчас нужно от вас. Да, будет ходить, пока вы не сделаете то, что нужно этому человеку. Такой прямо, знаете, измором будет брать. Еще одного вижу человека с левой стороны. Птицу вам посылает. Ну, кто-то появится, кто-то объявится, о себе весточку пришлет. Как-то, знаете, ничего не предвещало, и на тебе. И еще здесь кое-что есть, о чем я должна вам сказать. Если вы с человеком прям совсем-совсем давно не общались, и вы получаете от этого человека, например, в социальных сетях, какое-то странное сообщение, не поленитесь и проверьте, пожалуйста, не скам ли это, да, потому что все в наше время может происходить. Просто здесь вот такой момент, да, человек долго с вами не общался, и тут на тебе, да, сразу вот птица летит в вашу сторону. Может быть и какой-то обман. Дракону не дают летать. Но я так понимаю, какое-то ваше начинание, либо какая-то ваша идея, бизнес-идея, может быть, какой-то новый проект. Ну что ж, придется отложить. Здесь какие-то обстоятельства непреодолимой силы, и вам, скорее всего, придется отложить на пару дней, да, может быть, чуть больше. Это не страшно, но вижу, что вы немножко будете расстраиваться. Пока невозможно за это взяться, либо пока невозможно это делать. Здесь у меня образ человека, который из земли как будто бы что-то то ли срывает, то ли вытягивает. Работа. Может быть, в прямом смысле слова, да, у вас там есть небольшой огородик, а может быть, большой огородик, и вот придется что-то пропалывать, выкапывать, окучивать, может быть, да, работать вот на земле. Кто у меня работает сам на себя? Здесь то ли как-то срочно что-то нужно будет сделать, либо, как знаете, много заказов придет, либо много клиентов в один день захотят. Придется как-то управляться с этим, ну, буквально вот балансировать, да, в самой этой ситуации. Значит, мои хорошие, понятно, что хочется заработать, понятно, что деньги на дороге не валяются, и клиенты, да, то сегодня есть, то завтра нет. Пожалуйста, думайте прежде всего о себе, о своем состоянии, о своем здоровье и о своей психике. Потому что вы очень точный и обязательный человек. Если вы чего-то там не успеваете, либо вам кажется, что вы не успеваете, вы склонны к тому, чтобы впадать в суету и панику. А это нужно избегать. Избегать. Договаривайтесь, переносите, научитесь говорить «нет». Ну, либо выбирайте самые вот, не знаю, серьезные заказы, да, чтобы не надорваться. Это важно.
Так, то у меня на ближайшие несколько дней будет как выходной, да, вы не работаете. Все люди разные, все работают по разному графику. Посмотрите, могут позвать на работу, причем как-то срочно, быстро и чуть ли там не за несколько часов, да, до, например, смены. Здесь то ли кто-то заболеет, то ли что-то такое авральное произойдет, и будут звать и приглашать вас. Вижу, что вы не можете отказаться, либо отказ, он равносилен как попасть там в черный список у работодателя. Имейте это в виду и, пожалуйста, как-то себя, не знаю, подготовьте, настройте, что ли. Это не для всех, это для тех, кто работает то ли посуточно, то ли посменно. Вот прям вас будут просить выйти, прям срочно, да, выходи, выходи, скорее выходи, мы тебя все ждем. Образ мужчины с правой стороны, который что-то покупает и приносит вам. Может быть, в дом что-то купит, может быть, конкретно для вас что-то купит. Покупка идет. Вы, скорее всего, не просили, не ждали, не заказывали. Это будет очень приятно. Это проявление, прежде всего, заботы. Заботы и любви в вашу сторону. Прям удовольствие получите. Скажете: ой, какой же ты у меня хороший, да? Вот, либо не зря я тебя ругаю, да? Все-таки учишься. Так, еще приятная новость для тех, кто как в симпатии с кем-то находится, да? Возможно, вам человек какой-то очень нравится, но вы пока то ли прям как-то незнакомы, то ли близко не общаетесь. Я вижу, что этот человек вам подойдет. Подойдет пока с приветом, да? Подойдет, не знаю, познакомиться, сказать вам здравствуйте, с вами там пару слов перекинуться. Это будет настолько неожиданно, но настолько приятно. Это прям мурашки, бабочки в животе. Ой, глаза у вас будут сиять и сверкать. Прям, да, подойдет. Человек вам подходит. А в самом венце показывают вас, в руках флажок, и вы им машете. Ну, здесь, скорее всего, как какое-то достижение свое празднуете, отмечаете. Пусть и небольшое, но тем не менее это важно. Смотрите, вы стоите на ножках четко, машете флажком, и рядом какой-то человек валяется, в горизонте валяется. Может быть, вы кого-то победите, одолеете, ну, либо сможете продавить человека, да, и сделать по-своему, либо чтобы было все по-вашему. Но будьте очень рады прежде всего себе и тем обстоятельствам, которые вам в этом помогли. Ну а кто помог? Высшие силы вам помогли. Высшие силы. Там, видите, над вами как такой козырек, да? Защита от высших сил. Мои хорошие, на этом все. Берегите себя. Всем спасибо за внимание. Всем пока-пока.